Сегодня первый день референдумов о вхождении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Жителям и беженцам на территории России предстоит ответить на вопрос, который определит их дальнейшую судьбу. В Коми тоже идет голосование на базе пункта временного размещения. Отдать свой голос можно будет на протяжении 5 дней. Впрочем, как показывают опросы, люди, уставшие от бесконечного террора со стороны киевского режима, решение давно приняли. И сегодня в поддержку референдумов в столице Коми на Театральной площади прошел митинг-концерт «Своих не бросаем». Татьяна Супряткина передает с места события. Пятница, рабочий полдень, но на Театральной площади Сыктывкара не протолкнуться. Здесь собрались все те, кто ждет восстановления исторической справедливости. Территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей должны вернуться в Россию. На площади строжайшие меры предосторожности. Вход только через металлоискатель. Рабочий день, но люди идут колоннами. Все хотят поддержать решение жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Я поддерживаю народ нашей российской Украины. Это Запорожье, это Донбасс, это Херсон. Хочу, чтобы они всегда были с нами, потому что многие века они были с нами, они наши, мы их любим, они в нашем сердце. Это наша родная земля. У меня отец вообще выходец из Донбасса, он как раз из села Зайцево, где сейчас идут самые напряженные бои. И он всегда считал, что эта территория – это и есть Россия. Голосование за вхождение в состав России началось сегодня. Это историческое событие вновь объединило. В поддержку русского населения выступают партии и общественные организации. Здесь нет сегодня политических оппонентов. Все в единстве. Все за восстановление исторической справедливости. В единстве наша сила. Республика Коми поддерживает воссоединение с Россией наших соотечественников Луганской, Донецкой народных республиках, в Запорожье и в Херсонщине. Победа будет за нами. За нами правда, за Россию, за президента, за великий единый русский народ. Победа будет за нами. Нас объединяет одно. Мы любим наш город, нашу республику и великую Россию. Вот это единство нам позволяет поддержать сегодня наших братьев, жителей Луганска и Донецка, жителей Херсонской и Запорожской областей в проведении референдума по добровольному вхождению в состав России. Референдум на территориях Луганской и Донецкой – это очередной шаг к мирной жизни. Этого жители лишились 8 лет назад. Каждый день бомбежек, потеря близких. Люди устали от страха, от бесчинства неонацистов. Те, кто говорят, что это далеко от нас, что нас это, может быть, как-то не так касается, они глубоко заблуждаются. Посмотрите на нашу историю. Неонацизм, когда он приходил на землю другого народа, он забирал жизнь детей, стариков. И такие планы у них сейчас. Мы с коллегами были в мае этого года в Луганске. Мы видели горе обычных людей, обычных граждан. Они теряют своих близких. И это происходит каждый день. За что? Вы прекрасно знаете, я просто жил очень долгое время в Воркуте. Более 30% воркутинцев это были украинцы. Многие приезжали сюда, в Республику Коми, строить и поднимать нашу дорогую Коми землю. И сейчас мне очень приятно видеть, что все партии, все знамена вместе, как много-много лет назад в Советском Союзе. Вы знаете прекрасно, что никогда на нашей земле Республики Коми не было межнациональных проблем. Мы, коми, всегда относились справедливо и правильно, с любовью к каждому человеку, не в зависимости от национальности. Голосование продолжится 5 дней. Участки открыты и на территории России, в том числе и в Коми. Свое мнение смогут высказать беженцы, кто вынужден был уехать из дома. При положительном решении на референдумах Донбасс, Херсонщина и Запорожье снова станут частью России, как это и было изначально. Татьяна Супряткина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.